Проверка звука. Может быть, микрофоны тоже проверить, включить? Раз, два, три. Еще раз. Нормально, да? ВЦП, да, мы не МФЦ. Я думаю, что даже если и руководителей каких-то общепитов не будет, то они передадут информацию, потому что они же работают с разными предпринимателями. Мгм. А, да? Начинать? Просто еще только 9 участников включились. Мгм.
Всего зарегистрировалось около 50. Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги и участники вебинара. Будем пунктуальными, 2 часа времени. Сегодня мы с нашими партнерами, представителями Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми проводим вебинар на такую актуальную тему, как изменения в налоговом законодательстве в 2021 году. Изменения – это всегда тревожно, их необходимо не только знать, но и применять в своей работе, потому как незнание закона не снимает с нас ответственности. Модератором вебинара выступаю я, Олеся Владимировна, специалист информационно-маркетингового центра предпринимательства. Уважаемые участники, вопросы к докладчикам можно задать в чате. После каждого выступления я их буду зачитывать, и по возможности специалисты вам будут отвечать на эти вопросы. Итак, с докладом на тему применение специальных налоговых режимов налогообложения после отмены ЕНВД нам расскажет Кристина Игоревна Логинова, главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками управления. Пожалуйста, Кристина Игоревна. Спасибо. Можно презентацию включить. Еще раз всем добрый день. Начну свое выступление с относительно нового специального налогового режима, который применяется на территории Республики Коми с 1 июля прошлого года. Он называется налог на профессиональный доход. На практике зачастую все его называют как самозанятость. Вообще, с чего появился данный режим налогообложения? Да? Данный режим появился с целью легализации доходов, с целью упрощения декларирования отчетов самозанятыми гражданами, ну и как возможность тем предпринимателям и физическим лицам, которые пытаются начинать свой бизнес, но пока еще не совсем ознакомились, попробовать себя в этом качестве. Но, как я уже сказала, на территории Республики Коми данный режим действует с 1 июля 2017 года. Вообще этот режим применяется уже с 1 января аж 2019 года. Данный режим запланирован на 10 лет, да, без основных изменений. На сегодняшний день на территории Российской Федерации чуть меньше, чем 2 миллиона налогоплательщиков зарегистрировано. Да, цифра приведена на 8 февраля, но с каждым днем, часом, минутой эта цифра у нас растет. На территории Республики Коми чуть меньше, чем 7 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали и выбрали данную систему налогообложения при ведении своей деятельности. Но так как данный налоговый режим у нас применяется не только физическими лицами, но и индивидуального предпринимателя, то из той цифры, которая указана на экране, да, 8,8% у нас сохранили свой статус предпринимателя и продолжают осуществлять свою деятельность по новому режиму налогообложения. Начнем с преимуществ. Какие преимущества государство учло при реализации данного проекта? Это одним из основных это отсутствие налоговых деклараций и отчетов, потому что, как все вы знаете, да, заполнение деклараций требует много времени. Для многих из налогоплательщиков это целая эпопея для заполнения таких деклараций. Также у таких плательщиков, применяющих данный режим, отсутствует обязанность применения контрольно-кассовой техники. Реформа контрольно-кассовой техники у нас тоже коснулась субъектов малого и среднего предпринимательства аж 2017 года. Обязанность по уплате фиксированных взносов снимается у плательщиков, выбравших и зарегистрировавших себя в качестве самозанятых. Ну и самым, наверное, таким основным преимуществом это, конечно же, пониженные налоговые ставки. Это 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Я преимущества зачитывать не буду,
все, да, все информационные материалы у нас будут прикреплены к трансляции. Мгм. Каждый может скачать, ознакомиться, чтобы не получилось так, что я вам перечитываю весь свой материал. Ну и, конечно, кроме преимуществ у нас есть и ограничения, и особенности применения данного режима. Да? То есть под такой режим налогообложения попадают все виды услуг, оказываемые предпринимателем или физическим лицом, за исключением некоторых. Да. Одним из таких ограничений выступает отсутствие, точнее, наличие наемных работников, с которым заключены трудовые отношения. То есть деятельность при применении данного режима налогообложения может вестись только самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Также под данный режим налогообложения не может попадать получаемое в рамках трудовых отношений, выполняемая, точнее, в рамках трудовых отношений деятельность. Ну и самым таким основным, на что хочу акцентировать свое внимание, да, что под данный режим налогообложения не попадает деятельность от оказания или выполнения физическими лицами, здесь только на физических лиц, работы услуг по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками этих услуг выступают работодатели указанных физических лиц, бывшие или текущие, бывшие в течение 2 лет или текущие работодатели. То есть данная норма на такие правоотношения в части применения налога на профессиональный доход не выступает. Ну и немножко тех моментов, при которых категорически запрещено применять данный режим налогообложения. Это ограничение в лимите дохода, он составляет 2,4 миллиона рублей в год. Под данный режим не попадает перепродажа товаров, то есть оптовая торговля, розничная торговля. Единственное послабление, да, здесь выступает реализация товаров собственного производства, то есть ремесленники, сельхозтоваропроизводители вот, могут применять данный режим налогообложения, оставаясь самозанятыми. Ну и основные такие ограничения с особенностью систем налогообложения – это подакцизные товары, товары, подлежащие обязательной маркировке, да, ну и прочие вы видите на слайде. Хочу отметить, что те предприниматели, которые выбирают или захотят выбрать данный режим налогообложения при ведении своей деятельности, должны учитывать следующий момент, что налог на профессиональный доход выступает единственным специальным налоговым режимом, который запрещает совмещение с иными системами налогообложения. То есть, если предприниматель решил, допустим, с упрощенной системой налогообложения перейти на НПД, то он в течение 30 календарных дней должен подать в налоговый орган уведомление о прекращении прежнего режима налогообложения. Если налогоплательщик форму уведомления, ну, по каждой системе налогообложения она соответствующая, да, не направляет, то тогда статус самозанятого у такого плательщика аннулируется. И все свои доходы, которые он при ведении своей деятельности получает, он должен будет отображать по той системе налогообложения, которая у него была ранее, прежняя, да, либо по общей системе налогообложения, то есть это 13% для физических лиц. Ну и на тот момент, который я акцентировала внимание, да, ФНС России проводит контрольные мероприятия с целью недопущения подмены трудовых отношений. То есть все секреты, конечно, мы раскрывать не будем, но хочется отметить, что организации, предприниматели, которые выступают на сегодняшний день налоговым агентом, должны понимать все свои риски, всю свою ответственность, да, при подлоге трудовых отношений. Да,
Конечно, у нас есть и добросовестные налогоплательщики, которые выполняют свои обязанности все как нужно в соответствии с текущим законодательством. И таким плательщикам, конечно, предусмотрены ряд послаблений в части взаимодействия с такими плательщиками, которые являются самозанятыми гражданами. То есть те организации или предприниматели, которые взаимодействуют с плательщиками налога на профессиональный доход, вправе учитывать расходы, понесенные при гражданско-правовых, не гражданско-правовых отношениях, простите, а при взаимодействии, да, то есть получении товаров, работ, услуг, могут учитывать эти расходы при своем налогообложении. Единственным условием здесь выступает обязанность самозанятого по выдаче чека, сформированного через мобильное приложение «Мой налог», в котором обязательно должны быть заполнены реквизиты. Это ИНН организации, наименование товара, работы или услуг, которые он оказывает, да, и сумма. Только при наличии полностью заполненного платежного поручения вот этого чека эти расходы организации или индивидуальным предпринимателям будут приниматься при отображении своих доходов. Но взаимодействие с налогоплательщиками налога на профессиональный доход не возникает и не обязывает таких организаций индивидуальных предпринимателей по налогообложению и отчетности как налоговых агентов. То есть здесь не нужно сдавать отчеты 6 НДФЛ, расчетов по страховым взносам, ну и прочие все необходимые формы отчетов, да, как у налоговых агентов. Здесь взаимоотношения у вас при необходимости могут быть заверены каким-либо договором на оказание тех или иных услуг, да, и прикреплен чек об оплате услуг самозанятого при применении своих расходов. Ну и немножко про ответственность. Штраф за сокрытие своих доходов при попытке неуплаты налога предусмотрена ответственность в виде 20% от суммы полученного дохода, и при повторном нарушении 100% сумма от сокрытого дохода. В связи с чем возникает данная ответственность? Режим налогообложения новый, он только-только набирает обороты, и те предприниматели и физические лица, которые выбрали данный режим налогообложения, всю свою финансово-хозяйственную деятельность ведут через мобильное приложение. Я о нем чуть позже скажу. Значит, все операции, которые он проводит при ведении своей деятельности, он должен отображать в этом мобильном приложении. То есть мобильное приложение – это ваш карманный бухгалтер. Вот. И чек при получении дохода должен формироваться в момент получения доходов. Там есть ряд случаев, когда услуги самозанятые оказывают через сеть интернет, там срок пробития чека продлевается до 9 дней, но на практике у нас услуга оказывается день в день. По факту получения денежных средств чек должен быть сформирован. Вот в случае несоблюдения или нарушения срока направления такого чека о получении своих доходов предусмотрена ответственность. Ну и, как я уже ранее сказала, за подмену трудовых отношений также к организациям и предпринимателям будут применены нормы административной ответственности. Как стать плательщиком НПД? На самом деле регистрация самая простая, занимает максимум до получаса в зависимости от способа регистрации. Регистрация у нас производится в одном виде, это в электронном, то есть без посещения налоговых органов, без посещения регистрирующих органов и без посещения МФЦ. То есть дома, сидя за компьютером, имея интернет, можно за короткий промежуток времени стать плательщиком налога на профессиональный доход. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог». Он доступен для скачивания на всех площадках. Либо через веб-кабинет «Мой налог», который размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. Ну, либо через любую кредитную организацию или банк, который
осуществлять взаимодействие с ФНС в рамках данного эксперимента. Вот здесь немножко экранизация мобильного приложения, то есть все преимущества, которые я уже ранее озвучила, здесь перечислены. Преимущество в том, что при ведении своей деятельности вам не надо задумываться об исчислении, об уплате, о сумме уплате и расчета этой суммы налога. Приложение формирует, рассчитывает налог самостоятельно по истечении одного календарного месяца. И налог предъявляется к уплате до 25 числа. Кроме того, впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям или физическим лицам в качестве самозанятого государство предоставляет налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Для тех плательщиков, кто регистрировался у нас в прошлом году, там был предусмотрен дополнительный вычет в размере 12 130, который покрывал, за счет которого можно было покрыть всю налогу, возникавшую к уплате. Но данный вычет, к сожалению, не переносился на этот год по мере его исчерпания, а 10 тысяч переносится до его конечного потребления. Он действует немножко другим способом. Вычет в размере 10 тысяч рублей уменьшает налоговую базу при исчислении налога. Ну вот, допустим, получили вы доход за какую-то оказанную услугу 10 тысяч рублей. Оказали ее просто физическому лицу, соседу, допустим. То есть за указанную сумму дохода у вас получается налог к уплате 400 рублей. Вот за счет этого налогового вычета у вас при взаимоотношениях, сделках с физическими лицами налог с 4% уменьшается на 1, и ставка становится 3%. То есть вы должны будете заплатить не 400 рублей, а 300. И тогда налоговый вычет у вас минусуется с 10 тысяч, да, на эти 100 рублей. Либо если вы оказываете такие услуги юридическим лицам, он минусует, ставку налога минусует на 2%. То есть уменьшением налоговой ставки, не возникающего налога. Ну и здесь коротенько пробегу по регистрации. То есть зарегистрироваться можно через мобильное приложение по паспорту. Для этого достаточно указать свои контактные данные, сделать скриншот паспорта, но это один из самых, наверное, по времени долгих моментов, этапов регистрации, потому что здесь подтверждается биометрия. Второй этап – это у нас через имеющуюся учетную запись налогоплательщика в личном кабинете ФНС России. Сюда достаточно ввести логин и пароль. Система вас идентифицирует и подтверждает ваш вход. Ну, либо через подтвержденную учетную запись портала государственных услуг. Вся подробная информация, часто задаваемые вопросы и ответы на них размещены в отдельном разделе сайта ФНС России. Он называется «Налог на профессиональный доход». То есть там можно получить всю информацию. Если что, не стесняйтесь, звоните. Телефончики я вам чуть позже укажу. Ну, вот, кстати, контактные телефоны Управления Федерального налоговой службы. Ну и также у нас есть единый контакт-центр, в котором вы можете уточнить вообще любой вопрос, и ссылка на нашу группу ВКонтакте, в которой мы также отвечаем на вопросы налогоплательщиков и публикуем все интересные изменения в законодательстве. У меня на этом все. Сейчас попрошу включить вторую презентацию. Да. Второй доклад у нас расскажет Елена Сергеевна Алантьева. Вторая презентация, да? Угу. Угу. Так, поступил вопрос. Не поняла, как применяется вычет 10 тысяч рублей, про который вы как раз рассказывали по этой теме, по этому режиму налогообложения? Еще раз. Допустим, вы оказали услугу на 10 тысяч рублей. Оказали ее физическому лицу. Значит, ставка налога от этой суммы у вас в размере 4%. 10 тысяч умножаем на 4%,
получается 400 рублей, если у вас, ну, был только данный доход. Берем одну сумму в месяц минимально, да, 400 рублей вы обязаны будете уплатить до 25 числа следующего месяца. Вот если у вас есть налоговый вычет, вы им пользуетесь, то программа автоматически рассчитывает налог к уплате, минусуя и уменьшая налоговую ставку. То есть, если вы оказываете при формировании платежного документа, вы обязательно указываете вид своего контрагента, так скажем, кому вы оказываете услугу, будь то это предприниматель или юридическое лицо, либо это физическое лицо. В зависимости от этой категории программа рассчитывает ставку налога. То есть, ну, от того, какую категорию налогоплательщиков вы выбираете, зависит расчет налога. Если вы выбираете физическое лицо, да, на нашем примере это 400 рублей, должно быть у вас к уплате, но за счет вычета программа вам уменьшает 4% на 1%, и становится ставка не 4, а 3, и тогда у вас возникает налог 300 рублей, а не 400. И за счет того, что вы должны были, по идее, заплатить 400 рублей, но налог возникает в 300, вот из этих 10 тысяч рублей этот налог в 100 рублей, который вам идет бонусом, минусуется. И так по мере его исчерпания до полного исхода, так скажем. Когда налоговый вычет закончится, то там применяются общие установленные налоговые ставки, ну и налог будет рассчитываться автоматически, уже исходя из ставки 4 или 6%. Есть еще какие-то вопросы? Пока нет, в чате нет. Следующая презентация. Выбор специальных налоговых режимов. Продолжаем замену ЕНВД. Да. Так как у нас налог на профессиональный доход действует только и может применяться только для двух категорий налогоплательщиков, это для физических лиц и для индивидуальных предпринимателей, у нас же существуют еще и организации. Еще раз пробежимся по основным изменениям в части налогообложения и применения системных режимов налогообложения. Да, как? Включайте. Ну, на сегодняшний день у нас одна из систем налогообложения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года утратила свою силу, и сохраняются 5 режимов налогообложения. Это упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход, патентная и единый сельскохозяйственный налог. Ну и, конечно, общая система налогообложения, которую никто не отменял. Вот здесь приведены в таблице вам наглядный пример, что отличает каждую систему налогообложения между собой. Упрощенная система налогообложения это одна, наверное, из всех распространенных систем, потому что она подходит под любой вид деятельности. Патентная система налогообложения может применяться относительно определенных видов экономической деятельности, и каждый субъект вправе устанавливать на своей территории законом определенные виды. То есть Российская Федерация у нас устанавливает виды деятельности при применении патентной системы налогообложения. И также субъект может как этот перечень сужать, как расширять, устанавливая на своей территории законодательно. Налоговая ставка в размере по патентной системе 6% от потенциально возможного к получению дохода. Потенциально возможное к получению дохода устанавливается также законом субъекта. На территории Республики Коми это у нас 87-й республиканский закон. Значит, по упрощенной системе налогообложения здесь ставки немножко другие. В зависимости от объекта налогообложения, который вы выбираете. Это 6% от совокупно полученного дохода, либо доход минус расход, и данная разница облагается 15%. Налог на профессиональный доход мы озвучивали. Единственное, вот сравнение вы можете здесь наблюдать.
Декларирование по упрощенной системе налогообложения составляет 1 декларация в год. У организаций данная отчетность предоставляется не позднее 30 марта. У индивидуальных предпринимателей, напоминаю, данная отчетность дается не позднее 30 апреля. Ну и вот основные ограничения. Значит, у упрощенной системе налогообложения с этого года действуют немножко измененные лимиты. То есть, если ранее численность налогоплательщиков, применявших упрощенную систему налогообложения, должна была превышать более 100 человек, то на сегодняшний день этот лимит увеличен до 130. И доход раньше у нас был 150, сейчас он регламентируется 200 миллионов рублей в год. Но если плательщик сохраняет условия по прежним ограничениям, то тогда он вправе на территории Республики Коми с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года применять пониженные налоговые ставки. 12 республиканским законом от 8 мая Госсовет принял у нас закон о том, что при применении упрощенной системы налогообложения с объектом дохода ставка составляет 3%, при объекте доход минус расход составляет 7,5%. Если плательщик сохраняет лимиты на уровне 100 человек и 150 миллионов рублей в год, то он вправе применять пониженные на территории Республики Коми ставки. Если вдруг по каким-либо основаниям у него идет превышение лимитов по одному из или по обоим одновременно критериям, то тогда такой плательщик не утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения, а всего лишь вот такие, будем говорить так, он не слетает с упрощенной системы налогообложения, просто у него увеличиваются налоговые ставки. В случае соблюдения лимита от 100 до 130 по численности, от 150 до 200 миллионов рублей, такие плательщики применяют при объекте дохода налоговую ставку 8%, при объекте дохода минус расходы не 15, а 20%, но с сохранением своей системы налогообложения. При патентной системе налогообложения у нас все осталось как прежде на уровне субъекта. Единственное, у нас был расширен вид деятельности, при котором на территории Республики Коми индивидуальные предприниматели вправе применять данный режим налогообложения. Помимо таких послабительных мер в Республике Коми для индивидуальных предпринимателей по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе налогообложения действуют налоговые каникулы. Они распространяются на 2 налоговых периода, прошу заметить, налоговых периода, не 2 года, а периода. Налоговый период у нас подразумевается по упрощенной системе налогообложения 1 год. По патентной системе налогообложения, у нас варьируется сейчас на любое количество дней, да, но как практике это от 1 месяца до 1 года, то есть на 12 месяцев. Поэтому, если и вновь созданный индивидуальный предприниматель должен быть. Поэтому те предприниматели, которые зарегистрировались, допустим, в прошлом году, в 2020, да, могут пересмотреть вид своей деятельности по 9 республиканскому закону. В случае, если вид его деятельности присутствует в данном законе, он вправе применять налоговую ставку 0. В зависимости от системы налогообложения в течение 2 налоговых периодов. Так. И что необходимо учитывать таким предпринимателям и организациям, что обязательное ведение книги доходов и учета доходов и расходов, что при патентной системе налогообложения, что при упрощенной системе налогообложения. При патентной системе налогообложения у нас отсутствует
отчетность, но это не освобождает предпринимателей от обязанности ведения данной книги. Ну и одним из тоже долгожданных изменений в части применения патентной системы налогообложения с этого года предпринимателям разрешено уменьшать сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов. Данная норма носит заявительный характер, то есть налогоплательщик, подав уведомление об уменьшении суммы налога по патентной системе налогообложения, вправе уменьшить сумму налога, но по факту уплаты. То есть мы должны понимать, если плательщик желает воспользоваться своим правом, допустим, в первой половине года, ну, возьмем пример, когда он берет патент на полный год, на все 12 месяцев, то тогда ему необходимо подавать такое заявление после фактической уплаты страховых взносов. Наперед такое заявление приниматься не будет. Там поступал вопрос о том, что... Да, уменьшение патента на страховые взносы как Да, раз, на да. страховые взносы. Сейчас, секундочку. 5-й. Да, на уменьшение страховых взносов. Чеки об оплате предоставлять не нужно. Единственное, если вы это заявление не подаете день в день. То есть в день уплаты подаете такое заявление. У нас система налоговых органов ваши оплаты видит, но если вам так спокойнее, можете приложить, подтвердить о том, что вами страховые взносы уплачены. Ну и единый сельскохозяйственный налог, он у нас распространяется на определенную категорию налогоплательщиков, и у нее также есть свои особенности. Перейти на этот режим могут лишь те организации, индивидуальные предприниматели, у которых доля дохода от сельхоздеятельности за календарный год составляет не менее 70%. То есть если за календарный год у вас доля дохода от вообще совокупной деятельности не превышает 70%, то такие плательщики тоже могут утерять свое право на применение данного режима налогообложения. И напомню, что с 1 января 2019 года у нас плательщики единого сельскохозяйственного налога еще являются плательщиками общей системы налогообложения, да, то есть у них возникает обязанность по НДС. Ну, в случае, если плательщик не попадает под какие-то либо льготные условия и освобождение от уплаты данного налога. Хочу сослать вас на сервис. Немногие пользуются почему-то нашими сервисами, хотя очень удобно и очень подробно расположена вся информация касаемо субъектов малого и среднего предпринимательства на нашем сайте. Вот в разрезе сервисы и услуги можно найти раздел «Налоговые калькуляторы», и в разделе «Выбор подходящего режима налогообложения» вам будет приведена, точнее, будет дана возможность подобрать подходящий конкретно под ваш вид деятельности режим налогообложения. Вам достаточно будет задать условия и критерии, да, то есть там по численности, по особенности, по вашей категории налогоплательщики. И система, исходя из заданных критериев, может помочь вам в выборе режима налогообложения, которое ваша организация или индивидуальный предприниматель вправе применять. То есть что это позволяет? Это позволяет вам пересмотреть свою налоговую нагрузку и при возможности уменьшить и применять пониженные налоговые ставки, что на сегодняшний день, я думаю, очень актуально. Вот, допустим, на примере, если мы задаем условия для индивидуального предпринимателя, который получает 20 миллионов рублей в год и имеет в подчинении 2 работников, да, с которым заключены трудовые отношения. Вот система автоматически выдает на выбор, что он может применять. Конечно, по конкретным видам деятельности здесь нет конкретики. Для того, чтобы познакомиться с конкретикой, нужно будет перейти в тот режим, который стал для вас более интересным. Вот если вы, например, переходите на упрощенку доход минус расход, он вам расписывает период, отчетность, обязанность по декларированию, налоговые ставки, ограничения, что необходимо. Если вы хотите ознакомиться с полным описанием, то он вас переводит на сервис,
где вы можете проверить себя по всем требованиям налогового законодательства, подходите вы по данной системе налогообложения или по каким-то критериям вы не вправе применять данный режим налогообложения. И в случае, если вы желаете изменить систему налогообложения, вы вправе изъявить свое желание, уведомив об этом налоговый орган. Я здесь пропущу слайд. Как перейти? По тем системам налогообложения по упрощенной и ЕСХН вправе перейти по окончанию календарного года. Да, то есть в течение... И также смена объекта по упрощенной системе с доходов на доход минус расход. Что это значит? Это значит, что в течение года, если у вас была, допустим, был патент, кроме патента ничего не было, и вы решили изъявить свое право о переходе на упрощенную систему налогообложения. Вот в этом случае, подав уведомление, вы будете применять данный режим налогообложения только с 1 января следующего года. Там, конечно, существует ряд исключений, но на общей практике уведомление носит такой порядок, что с начала нового календарного года. Для тех плательщиков, кто до 1 января 2021 года применял ЕНВД при осуществлении своей деятельности и по определенным причинам не успел подать уведомление о выборе какого-либо из иных режимов налогообложения, такие плательщики стали плательщиками общей системы. То есть у таких организаций и предпринимателей возникает обязанность по предоставлению отчетности по НДС, и если это организация, это налог на прибыль, если это предприниматель, то налог на доходы физических лиц. Вот на сегодняшний день в третьем чтении Государственная Дума рассматривает законопроект, я его назову, но многие, наверное, знают, 104.33.9-7, который предусматривает возможность для таких забывчивых налогоплательщиков подать уведомление о переходе с 1 января 2021 года на упрощенную систему налогообложения до 31 марта. Но обращаю внимание, данный законопроект только еще законопроект, он еще не вступил в силу, поэтому мониторите, да, смотрите за изменениями. У тех, кто пропустил установленные сроки, будет возможность снизить свою налоговую нагрузку тем самым, подав соответствующее уведомление. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ИСХН подается по месту учета организации или месту регистрации индивидуального предпринимателя. Патент у нас на территории Республики Коми, если он у вас осуществляется, может быть, заявление на выдачу патента может быть подан в любой налоговый орган. Ну и налог на профессиональный доход у нас только электронная регистрация. По возможности совмещения, ну, как раньше сказала, самозанятые у нас не вправе совмещать режимы в статусе индивидуальных предпринимателей. Остальные режимы налогообложения совмещаются между собой. Если ни один из режимов, специальных налоговых режимов вам не подошел по каким-либо критериям, то тогда вы будете являться плательщиком общей системы налогообложения. То есть это НДС, 13% для предпринимателей и 20% налог на прибыль для организаций. Как совмещать? Совмещение, конечно, возможно. Единственное условие – это введение раздельного учета, будь то патент, будь то ИСХН, будь то ОСН. Да, совмещать можно, выручку ввести в обязательном порядке по раздельности. Ну, наверное, у меня на этом все. Основные моменты я озвучила. Спасибо Наверное, большое, перейдем к Кристина вопросам. Игоревна. Да, я Да, сразу. здесь уже при регистрации участники оставляли свои вопросы по поводу вот как раз совмещения, да, о чем вы сейчас говорили. Можно ли в одном магазине до 50 квадратных метров торговать одеждой, используя патент, и одновременно продавать обувь, используя упрощенную систему налогообложения? Если да, то как разделить учет продаж, имея одну кассу? Ну, по системам налогообложения вы ведете раздельный учет, да, то есть доходы, полученные от реализации
касаемо примера от обуви, вы ведете по упрощенной системе налогообложения, а по остальной реализации одежды вы ведете учет по патентной системе налогообложения. Если у вас есть контрольно-кассовая техника, это вообще все облегчает. Единственное, если я не ошибаюсь, там можно применять двухсекционный режим на контрольно-кассовой технике, который позволяет как раз разделять учет ваших доходов от патента и от упрощенной системы налогообложения. Так, Да, вот вроде еще все, вопрос да? поступил. Регистрация индивидуального предпринимателя по прописке в Республике Коми. На 2021 год выбрали 2 патента. Первый в Республике Коми есть работник, и второй в Архангельской области, где работает как раз сам индивидуальный предприниматель. Можно ли уменьшить патент только в Архангельской области на сумму страховых взносов за себя, а в Республике Коми оплатить патент в полном размере? Нужно ли подавать копии чеков об оплате взносов вместе с заявлением для уменьшения в Архангельскую область? Мгм. Вопрос интересный. Мгм. На самом деле здесь были разъяснения ФНС, разъяснения Минфина о том, что если индивидуальный предприниматель по какому-либо из объектов своих доходов является налоговым агентом, он не может являться налоговым агентом по этому объекту, а при ведении деятельности самостоятельно не являться налоговым агентом. То есть здесь смотрится плательщик в совокупе. Если он по каким-либо основаниям где-то за пределами республики выступает налоговым агентом, то он является по своей сути налоговым агентом. И здесь на уменьшение страховых взносов у него является ограничение, да, до 50% при наличии работников, ну, на Мгм. уменьшение страховых взносов за работников. И здесь, вот конкретно в данном примере, вы так сделать не сможете. Вы, если выступаете налоговым агентом и хотите уменьшать страховые взносы, вы уменьшаете их в Республике Коми, где у вас имеются работники в пределах 50, в пределах, не превышающих 50% от стоимости патента. Поэтому вот, к сожалению, в таком случае нет, нельзя. То есть в Республике Коми подаете заявление, уменьшаете стоимость патента, а в Архангельской области уплачиваете патент в полной стоимости. Ну и вот про чеки, да, я уже сказала, если вы заявление подаете не день в день оплаты страховых взносов, то тогда чеки прикладывать не нужно. Если вам так спокойнее, это ваше право, ради бога, подавайте. Мгм. Спасибо большое. Еще один вопрос. Заявление на патент подается за 10 календарных или рабочих все-таки дней? Но в кодексе не прописано, да, что за 10 календарных дней, поэтому мы считаем по общему порядку 10 рабочих дней. Мгм. То есть Спасибо. если вы хотите начать вести деятельность с 1 числа месяца, вам надо посчитать 10 рабочих дней. Патент выдается в течение 5 рабочих дней. Да. Почему такой временной ресурс? Потому что некоторые плательщики, подавая заявление на получение патента, не соблюдают условия применения, чтобы при случае, не дай бог, отказа налогового органа в применении или выдаче патента у плательщика был запас на переход на иной режим налогообложения. Мгм. Спасибо. Вроде по вопросам здесь Вроде все. Да, по потому что предельной изменения. величине вот еще был вопрос. Планируется ли на уровне законодательства изменение права патентной части увеличения предельной величины доходов? Мгм. К сожалению, пока нет. И хочу отметить в том, что такой момент, если у предпринимателя идет совмещение нескольких режимов налогообложения, или он осуществляет свою деятельность, вот как в предыдущем примере, на территории нескольких субъектов, да, у него есть различное количество патентов, то вот этот величина предельного дохода считается в совокупе по всем видам деятельности. Это тоже, пожалуйста, учитывайте, Мгм. потому что если в случае, точнее, допущения превышения лимита, вы утрачиваете право по всем своим патентам. И если у вас, как подстраховочного варианта, не было упрощенной системы налогообложения, по которой у вас не велась деятельность, но она была заявлена, тогда вы становитесь плательщиком общей системы налогообложения с начала выдачи патента, самого раннего. Ну, у меня, наверное, на этом все. Если у вас будут вопросы, я, наверное, после своих коллег отвечу. Мгм. Спасибо большое. Приступаем тогда к второму докладу. Изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц, который нам озвучит Елена Сергеевна Алантьева,
главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения, доходов физических лиц и администрирования страховых взносов. Ирина Сергеевна, пожалуйста. Здравствуйте. Данная тема будет актуальна для налоговых агентов, то есть для тех индивидуальных предпринимателей, организаций, предприятий, которые выплачивают заработную плату своим наемным работникам. Приказом ФНС России от 15 октября 2020 года была утверждена новая форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом. Форма 6 НДФЛ. Порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Обновление формы расчета обусловлено тем, что были внесены изменения в части НДФЛ федеральным законом 29 сентября 2019 года, номер 325 ФЗ. Так, начиная с налогового, начиная с налогового периода 2021 года в составе расчета по форме 6 НДФЛ будут представляться сведения о доходах и суммах налога физического лица. Приложение номер 1 к расчету. Ранее эти сведения представлялись в виде справки по форме 2 НДФЛ. Новая форма применяется, начиная с представления расчета за первый квартал 2021 года. Среди новшеств можно выделить следующие. Во-первых, скажу, что расчет состоит точно так же, как и состоял, из титульного листа, первого раздела, второго раздела и приложения номер 1. Приложение номер 1, как я уже сказала, это справка о доходах физического лица. Титульный лист заполняется без изменений, а вот разделы номер 1 и 2, они несколько изменены. Во-первых, в обоих разделах нужно отражать код бюджетной классификации. И в разделе 2 расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц необходимо указывать суммы дохода, начисленные по трудовым договорам контрактам и по гражданско-правовым договорам, а также излишне удержанную сумму налога. В разделе 1 данные об обязательствах налогового агента следует отражать только срок перечисления налога и его сумму. Ранее мы отражали еще сумму фактически полученного дохода, дату удержания и сумму начисленного дохода. В данном случае раздел 1, он упростился, так как указывается только срок перечисления, который вы сами определяете, и сумма, подлежащая перечислению. Также в разделе 1 отведены поля для указания сумм НДФЛ, возвращенных последние 3 месяца отчетного периода с расшифровкой по датам возврата. Раньше суммы возврата отражали одной суммой в разделе 1. Но несмотря на изменение формы расчета, принцип его заполнения остался прежним. Сохранился и порог численности в размере 10 человек. То есть если численность наемных работников у вас не превышает 10 человек, вы имеете право сдать расчет по форме 6 НДФЛ в бумажном виде. Если же данный критерий превысил количество наемных работников, вы сдаете в электронном виде данный расчет. Напомню, что расчет по форме 6 НДФЛ за год представляется не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом у нас признается календарный год. Хочу обратить ваше внимание, что не всеми налоговыми агентами данный расчет заполняется правильно. Налоговыми органами проводится камеральная проверка расчета, который проверяется на контрольные соотношения. Контрольное соотношение вы можете сами проверить при заполнении этого расчета в электронном виде. Срок камеральной проверки представляемых расчетом составляет 3 месяца с даты представления. Если вы правильно заполнили расчет, у вас не вправе истребовать какие-то дополнительные документы и пояснения. В этом случае налоговый орган проводит проверку на основании тех документов, которыми он располагает. Если же в расчете 6 НДФЛ
Есть ошибки, противоречия с формой 2 НДФЛ. Это когда вы представляете сейчас за год, за 2020, и у нас еще есть сведения о доходах, которые представляются по форме 2 НДФЛ, отдельно от расчета, тут происходит сопоставление с этими формами или с другой налоговой отчетностью, имеющейся в налоговом органе, или с данными выписок о движении по счетам. В этом случае налоговый орган вправе потребовать пояснения или исправления расчета. А вы должны будете направить пояснение или исправить расчет в течение 5 рабочих дней. Вместе с пояснениями или исправлениями вы можете представить в налоговый орган регистры налогового, бухгалтерского учета и другие документы, которые подтвердят достоверность указанных сведений. Если же при камеральной проверке налоговый орган выявит неудержанную сумму налога, нарушение сроков перечисления, другие правонарушения, за которые могут предъявить вам штраф, то при проверке будет составлен акт. Как и при других камеральных проверках, акт составляется в течение 10 рабочих дней после ее окончания. Вам его должны передать в течение 5 рабочих дней с момента составления. Если вы не согласны с актом, в течение месяца с даты получения вы можете подать письменное возражение. После рассмотрения всех возражений налоговый орган выносит решение. Так, в принципе, у меня, наверное, все. Какие-то вопросы? Вопросы, участники, пожалуйста, задавайте в чате. По поводу заполнения 6 НДФЛ. Этот вопрос мы уже озвучили. Планируется ли на уровне законодательства изменение права? Кристина Игоревна озвучила нам уже. Получается, что нет. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Если, я думаю, будут вопросы участников, они в дальнейшем могут к нам обратиться, если что, в центр или на горячую линию управления Федеральной налоговой службы или там, может быть, по тем телефонам, которые Кристина Игоревна показывала. А сейчас тогда перейдем к следующему докладу, который нам представит Людмила Владимировна Цепанова, главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля управления. Тема о реализации налоговыми органами отраслевого проекта «Общественное питание». Добрый день, уважаемые участники вебинара. Сегодня в рамках информационно-разъяснительной работы по актуальным изменениям налогового законодательства я познакомлю вас с проводимым Федеральной налоговой службой отраслевым проектом «Общественное питание», который стартовал 1 января 2021 года. Для начала остановимся на основных моментах федерального закона 54 ФЗ, регулирующего применение контрольно-кассовой техники, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания. Исходя из общих норм федерального закона 54 ФЗ, при осуществлении расчетов как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке, при оказании услуг, в том числе услуг общественного питания, организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. Исключения предусмотрены для обеспечения питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы во время учебных занятий. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют расчеты за услуги общественного питания в населенных пунктах, отнесенных к отдаленным или труднодоступным местностям Республики Коми, согласно перечню, утвержденному правительством Республики Коми, также могут не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи клиенту по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления такого расчета и содержащего необходимые реквизиты, в том числе подпись лица, выдавшего данный документ.
Кроме того, постановлением правительства Республики Коми у нас еще также утверждены местности, отдаленные от сетей связи. На данных территориях пользователи контрольно-кассовой техники могут применять ее в режиме оффлайн, то есть без передачи фискальных документов в налоговый орган через операторов фискальных данных. Далее, не применять контрольно-кассовую технику у нас могут индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход, в том числе при оказании услуг общественного питания. Если же расчет осуществляется через платежного агента, то контрольно-кассовая техника у нас применяется таким платежным агентом. При этом дополнительное применение контрольно-кассовой техники поставщиком услуг не требуется. Об этом указано у нас в письме Минфина России, который вы видите, номер и дату вы видите на слайде. Также хочу отметить, что согласно пункту 10 статьи 16 Федерального закона 171 ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и при оказании услуг общественного питания, должна осуществляться с применением контрольно-кассовой техники. Таким образом, даже если вы реализуете алкогольную продукцию в труднодоступных населенных пунктах, да, где у нас, в принципе, вы можете не применять контрольно-кассовую технику, но если реализуете алкоголь, то контрольно-кассовая техника должна применяться. Также данное требование относится у нас и к другим подакцизным товарам, например, таким как пиво и табачная продукция. Статьей 1.2 Федерального закона 54 ФЗ установлено, что при осуществлении расчетов пользователь обязан выдать кассовый чек или направить его в электронной форме покупателю-клиенту на предоставленный до момента расчета абонентский номер либо адрес электронной почты. Данная обязанность исполнителя услуг также у нас закреплена в пункте 17 правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением правительства от 21 сентября 2020 года номер 1515 и действующих с 1 января 2021 года. Необходимо также отметить, что до 1 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, реализующих товары собственного производства, самостоятельно оказывающих услуги или выполняющих работы, предоставлена отсрочка по применению контрольно-кассовой техники. Таким образом, если индивидуальный предприниматель самостоятельно оказывает услуги общественного питания и при этом не имеет наемных работников по трудовым договорам, до 1 июля 2021 года он вправе не применять контрольно-кассовую технику. Одновременно законодательством предусмотрена обязанность такого индивидуального предпринимателя в случае заключения трудового договора с работником зарегистрировать контрольно-кассовую технику в течение 30 календарных дней с даты заключения такого трудового договора. Так, перейдем к самой сути отраслевого проекта. С начала 2021 года по поручению Федеральной налоговой службы во всех регионах России стартовала широкомасштабная информационная кампания в рамках отраслевого проекта «Общественное питание». Указанный проект является одним из приоритетных для налоговых органов на 2021 год. Задачей информационной кампании является, во-первых, напомнить добросовестным налогоплательщикам о необходимости применения контрольно-кассовой техники в установленном законодательством порядке. Во-вторых, побудить налогоплательщиков, которые до сих пор не применяют контрольно-кассовую технику, к повсеместному ее применению. Таким образом, реализация отраслевого проекта направлена на сокращение теневого оборота рынка общественного питания и увеличение выручки с применением контрольно-кассовой техники, а также на создание равных конкурентных условий бизнеса. В настоящий момент
сотрудниками налоговых органов посредством использования информационных ресурсов осуществляется постоянный мониторинг расчетов налогоплательщиков в сфере услуг общественного питания. В ходе данного мониторинга выявляются лица, которые продолжают не применять контрольно-кассовую технику, тем самым занижая выручку и, соответственно, поступление в бюджетную систему. Ну, либо лица, которые применяют контрольно-кассовую технику с нарушением действующего законодательства. Такие налогоплательщики включаются нами в планы проверок, и по ним будут проводиться соответствующие контрольные мероприятия. На сегодняшний день цель налоговых органов побудить, предупредить, наверное, даже предупредить возможные нарушения закона и еще раз напомнить бизнесу о необходимости недопущения оказания услуг общественного питания без применения контрольно-кассовой техники в тех случаях, когда это предусмотрено законом. В связи с этим налоговыми органами Республики Коми в настоящий момент всем предпринимателям, которые, по нашим сведениям, заняты в сфере услуг общественного питания, направлены соответствующие уведомления, в которых мы напоминаем о необходимости применения контрольно-кассовой техники и о мерах ответственности за ее неприменение. В настоящее время, по нашим сведениям, в Республике Коми зарегистрировано порядка 800 субъектов, которые в соответствии с АКВЭД оказывают услуги общественного питания. Однако индивидуальная работа будет проводиться в первую очередь у нас в отношении тех субъектов, которые не имеют зарегистрированную контрольно-кассовую технику, либо применяют ее с нарушением действующего законодательства. Те, кто работает в правовом поле, скорее всего, не должны почувствовать на себе внимание со стороны налоговых органов. Согласно статистике, в сфере общественного питания наиболее часто встречаются следующие нарушения. Это такие, как неприменение контрольно-кассовой техники. Например, очень часто при оплате банковской картой кассир либо официант выдает клиенту только слип с платежного с посттерминала банковского, да, без выдачи кассового чека, сформированного с помощью контрольно-кассовой техники. Также участились случаи, когда продавец требует от клиента совершить перевод денежных средств за оказанную услугу или проданный товар на банковскую карту, либо по номеру телефона. Также нами выявляются случаи невыдачи кассового чека, либо выдачи кассового чека, который не содержит обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона 54 ФЗ. Сейчас на слайде вы видите примеры, да, отсутствия обязательных реквизитов в чеке. Например, здесь мы видим отсутствие адреса, некорректный адрес осуществления расчетов. Здесь в примере отсутствует индекс. Напомню, что адрес осуществления расчетов должен содержать, если расчет осуществляется в здании, то это почтовый адрес с указанием индекса обязательно. Если расчет производится в сети интернет, то это адрес сети интернет. Если расчет производится в транспортном средстве, то это марка и регистрационный знак транспортного средства. Еще один реквизит, который отсутствует в данном примере, это система налогообложения, применяемая при расчете. То есть очень часто мы видим кассовые чеки, где система налогообложения либо вообще отсутствует, либо указана неверно. Сейчас стоит обратить внимание тем плательщикам, особое внимание, да, которые у нас с 1 января перешли с ЕНВД на иные системы налогообложения. Да. Необходимо проверить, поменяли ли вы свою систему налогообложения в кассовых чеках. Далее, следующие примеры. Это у нас отсутствие должности и фамилии лица, осуществляющего расчет с покупателем
оформившего кассовый чек и выдавшего его покупателю. Здесь на примере мы видим, что фамилия лица не указана, то есть указан кассир один. Еще очень часто встречается у нас администратор в чеке, да. Еще просим обратить внимание индивидуальных предпринимателей. Очень часто у них отражается в чеках, в реквизите лица, формирующего кассовый чек, да, именно фамилия, имя, отчество предпринимателя, а не кассира. То есть у тех предпринимателей, у которых несколько торговых объектов, проверьте, пожалуйста, свои реквизиты, чтобы они были указаны верно. Также здесь на примерах мы видим отсутствие наименования товаров, работ, услуг. Так, напомню, что административная ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники у нас достаточно серьезная. Минимальный штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 10 тысяч рублей, для юридических лиц 30 тысяч рублей. В отдельных случаях для особо злостных нарушителей есть такие меры, как дисквалификация на срок до 2 лет. И, кроме того, хозяйственная деятельность предпринимателя может быть приостановлена на срок до 3 месяцев. Конечно, при работе с контрольно-кассовой техникой мы не исключаем, что могут быть ошибки, да, в том числе связанные с человеческим фактором. В этом случае при совершении такой ошибки существует возможность ее исправить, сформировав чек коррекции с использованием методических указаний по формированию фискальных документов. Данные методические указания размещены у нас на сайте ФНС России. Ссылка вот представлена на слайде в разделе «Методические указания». Несмотря на то, что информационная кампания проводится налоговыми органами, мы также предлагаем и вам, участникам вебинара, также со своей стороны проинформировать всех своих партнеров, занятых в сфере общественного питания, о начале реализации отраслевого проекта и о недопущении нарушения действующего законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В рамках информационной кампании мы также привлекаем граждан, которым предлагаем сообщать в налоговые органы о фактах неприменения контрольно-кассовой техники в сфере общественного питания. Для проверки корректности кассовых чеков мы советуем пользоваться гражданам онлайн-сервисом «Проверка кассового чека» на сайте ФНС России, либо скачав соответствующее мобильное приложение на мобильный телефон, либо планшет. Данное приложение дает возможность самостоятельно проверить легальность кассового чека, да, и добросовестность продавца. А в случае выявления факта некорректности кассового чека направить сообщение об ошибке, либо о том, что вам не выдали кассовый чек, в Федеральную налоговую службу. То есть, кроме того, с помощью данного приложения вы можете сформировать свою визитную карточку, содержащую QR-код с вашими личными данными, которые вы можете предоставлять на кассе продавцу, и вам не придется диктовать ему свою контактную информацию, да, номера телефонов и так далее. Также вы можете с помощью этого приложения получать и хранить свои кассовые чеки в электронном виде и формировать выписки по документам за конкретный период. Далее я передаю слово своей коллеге. Можно один вопрос, Людмила Владимировна, поступил. А нужно ли применять контрольно-кассовую технику на ярмарках? В зависимости от того, где вы и что вы реализуете, да, у нас статьей 2 54 ФЗ, конечно, предусмотрено освобождение от применения контрольно-кассовой техники при
торговли на ярмарках, но здесь есть, конечно, определенные условия, что вы реализуете, и, то есть в палатке, как, да, обеспечена ли у вас показ и сохранность товара, то есть, или конкретизируйте свой вопрос, потому что... Вот спрашивают, предположим, булочки на ярмарке, если продавать. Нужна ли контрольно-кассовая техника? Если у вас, опять-таки, да, если у вас предусмотрена сохранность товара, предусмотрено какое-то оборудование, то, конечно, применение контрольно-кассовой техники у вас обязанность наступает. То есть если вы торгуете сладка под открытым небом, да, то здесь вы освобождаетесь от применения контрольно-кассовой техники. Понятно. Еще вот один вопрос. Индивидуальный предприниматель работает без наемных работников в сфере транспортных услуг. Есть ли необходимость в покупке кассы с 1 июля 2021 года, если денежные средства поступают на расчетный счет? Да, тут конечно, вопрос, кому оказываются услуги, да. Вот эти транспортные, да? Во-первых, у нас индивидуальные предприниматели без наемных работников при оказании услуг могут пока что до 1 июля 2021 года не применять контрольно-кассовую технику. Да? С 1 июля 2021 года обязанность у вас наступит применять контрольно-кассовую технику. Если вы с юридическими лицами взаимодействуете по расчетному счету, то вы освобождаетесь от применения контрольно-кассовой техники. То есть в зависимости от того, кому вы услуги оказываете. Ну, вроде бы вопрос не дополнили. Если возникнет еще вопрос, дополнят, кому все-таки оказываются эти услуги. И 4-й доклад у нас особенности применения контрольно-кассовой техники в 2021 году. Расскажет нам Кристина Константиновна Гаврилова, старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля управления Федеральной налоговой службы. Кристина Константиновна, пожалуйста. Всем здравствуйте. В продолжении темы, которую сейчас затронула Людмила Владимировна, хотелось бы напомнить о том, что с 1 февраля все индивидуальные предприниматели, вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения, обязаны указывать в кассовом чеке наименование товаров, работ, услуг и их количество, позволяющее покупателю однозначно определить приобретенный товар. Нет, наоборот. Для формирования перечня наименований товаров, работ и услуг можно воспользоваться общероссийским классификатором продукции по видам деятельности. При добавлении данного реквизита в контрольно-кассовую технику не требуется подавать заявление в налоговый орган о перерегистрации контрольно-кассовой техники. Фискальный накопитель не требует замены. А также информация по перенастройке контрольно-кассовой техники изложена в эксплуатационной документации, которую можно загрузить, перейдя по ссылке, которая сейчас указана на экране. Обращаем также ваше внимание, что после 1 февраля 2021 года формирование кассового чека без указания в нем наименования товаров, работ, услуг и их количества является нарушением порядка и условий применения контрольно-кассовой техники и предусматривает за собой административную ответственность по части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также хотелось бы сказать о том, что федеральным законом от 23 ноября 2020 года внесены изменения в части расширения перечня видов деятельности при применении патентной системы налогообложения, при осуществлении которых индивидуальными предпринимателями с 1 января 2021 года при условии выдачи покупателю документа, подтверждающий факт осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем, содержащее наименование документа, его порядковый номер и реквизиты контрольной кассовой техника может не применяться. В частности, к числу новых видов деятельности по патентной системе налогообложения отнесены. Весь список я тут зачитывать не буду, да, тут можно сказать о том: ремонт спортивного и туристического оборудования, услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения, так, сборка и ремонт очков. Так.
Если вы попадаете под один из видов деятельности, при котором можно не применять контрольно-кассовую технику, то вы обязаны вместо чека выдавать документ, подтверждающий факт осуществления расчета. Реквизиты документа должны содержать в себе наименование документа, например, квитанция, порядковый номер документа, дату, время и место осуществления расчета, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН налогоплательщика, применяемый при расчете системы налогообложения, признак расчета, наименование работ, услуг, платежа, выплаты и их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, сумма расчетов, форма расчета, оплата наличными деньгами или в безналичном порядке, и должность и фамилия лица, осуществляющего расчет с покупателем, оформившего документ и выдавшего его покупателю. В принципе, на этом у меня все. Спасибо, Кристина Константиновна. Вот поступило несколько вопросов как раз по вашей теме, да? Есть ли послабления для магазинов с небольшим оборотом и в маленьких селах, поселках по поводу наименования товара в чеке? Или нет никому послаблений с 1 февраля 2021 года, все переходим? 2021 года все субъекты обязаны применять номенклатуру в чеке. А можно ли разбивать по группам товаров, например, хлебобулочные изделия, молочные изделия, или пробить товар, например, словом «хлеб» без разделения на черный и белый, и так со всеми группами товаров? Нет, также с 1 февраля, получается, 2021 года разбивать по группам товары нельзя. То есть наименование идет, допустим, черный хлеб, да, конкретно, да, Мгм. белый хлеб, да? Для перечисления позиций товаров в чеке надо, чтобы в магазине была установлена онлайн-касса или можно применять автономную? Вот такой вопрос поступил. Тут, да, Что вы имеете в виду под автономными кассами? То есть без передачи данных для введения номенклатуры товара мы, в принципе, сейчас уже применяем онлайн-кассы, да, повсеместно, поэтому это не влияет, то есть без передачи данных, либо с ОФД вы работаете, в чеке вы обязаны указывать все обязательные реквизиты, в том числе и наименование товаров, работ, услуг. Влияет на Так, какое оборудование должно быть для введения и отображения номенклатуры товара в чеке и где его можно приобрести? Такой вопрос. По оборудованию вам лучше обратиться в центры технического обслуживания, в том числе в тот центр, где вы приобретали контрольно-кассовую технику, либо вы можете взять свое руководство пользователя контрольно-кассовой техники и посмотреть, предусмотрено ли вашей контрольно-кассовой техникой введение номенклатуры товара. Следующий вопрос. Что делать маленьким магазинам в деревнях, которые не могут себе позволить приобретение такого рода оборудования? Закрываться? Еще раз оговорюсь, да, специального оборудования для ведения номенклатуры товара не нужно. Все зависит от возможностей вашей контрольно-кассовой техники. То есть, когда изначально мы переходили на применение онлайн-касс при регистрации, налоговые органы, в частности, да, озвучивали предпринимателям, что в дальнейшем придется вести номенклатуру товара, да, и учитывать этот параметр при выборе модели контрольно-кассовой техники. Поэтому на сегодняшний день вам необходимо обратиться либо в центры технического обслуживания, либо самостоятельно изучить руководство пользователя контрольно-кассовой техники и посмотреть, достаточно ли количество позиций для вашего бизнеса, да, которые контрольно-кассовая техника может у вас уместить. Спасибо. Следующий вопрос. При сдаче в аренду нежилых помещений все арендные платежи от физических лиц и от юридических поступают на расчетный счет. Работников нет. Нужна ли контрольно-кассовая техника? При сдаче в аренду нежилых помещений. Так, ну тут я вижу, расчеты идут с физическими лицами, Да, да? и юридическими в том При числе. расчетах с физическими лицами у нас контрольно-кассовая техника обязательно к применению.
Если вы юридическое лицо, да, индивидуальный предприниматель, и у вас также поступают расчеты на расчетный счет с другими, да, получается, другие юридические лица вам перечисляют, то здесь в соответствии с второй статьей 54 ФЗ вы освобождаетесь от применения контроля кассовой техники. Но при получении денежных средств, в том числе и на расчетный счет от физических лиц, контрольно-кассовая техника обязательна к применению. Спасибо большое. Еще вопросы, дорогие участники? Уважаемые коллеги? Пока вопросов не вижу. У нас, да, вроде бы мы озвучили вот именно по поводу в деревнях, да, наименование товара очень сильно беспокоило. Переходить ли с 1 февраля 2021 года уже, получается, нужно было перейти. То есть уже у нас 11 февраля. Уважаемые участники, если вопросов больше нет, мы благодарим наших партнеров, да, за такой подробный рассказ об изменениях в налоговом законодательстве в 2021 году. Изменений достаточно много. Все-таки, возможно, вы проанализируете сегодняшние выступления, и у вас появятся эти вопросы. Просьба звонить нам в Центр предпринимательства. Телефоны коллеги знают. Участникам сейчас скажу: 255-422, добавочный 561, либо на нашу электронную почту центра можно также отправить вопрос. Мы с коллегами уже свяжемся, и все-таки этот вопрос не останется нерешенным. Ответ мы вам предоставим. Большое вам всем спасибо. Вот. Заканчиваем тогда наш вебинар. Спасибо. До свидания.